режим особой готовности переведена Ленская ЕДДС. По прогнозам гидрометеорологической службы, ледоход у поселка Витим начнется в первой декаде мая. Протяженность реки по территории Ленского района составляет 340 километров. На всем участке будут работать 5 постоянных и 5 временных гидропостов. Их задача — наблюдать за уровнями воды и делать краткосрочный прогноз по вскрытию рек Лена и Нюя. На участке возле же города за рекой следит купольная камера видеонаблюдения. Как она помогает оперативному штабу ЕДДС и какие у нее возможности, в материале Марины Крутихиной. Подготовка к безопасному паводку ведется по всем фронтам. Но, следуя истине «лучше один раз увидеть», большое внимание уделяется наблюдению за рекой. С этой целью 3 года назад на Ленской телевышке установлена купольная видеокамера. Она позволяет наблюдать движение ледохода в режиме реального времени с момента, как только он входит в район города Ленска. Купольная камера, которая установлена на территории ТЦТР, она установлена на высоте 62 метра. И она управляется мышкой, и в любую сторону может дежурный оператор или дежурный диспетчер может направить с помощью мышки видеокамеру на 360 градусов. И также может приблизить и удалить. Камера, смотрящая на реку, в Ленске всего одна, но ее характеристики позволяют оперативному штабу ЕДДС, не выходя из здания, полностью контролировать ситуацию в районе города. Что касается опасных мест, где из года в год образовываются ледовые заторы, то и там планируется организация видеонаблюдения. В настоящее время нашим предприятием смонтированы видеокамеры, купольные видеонаблюдения, так называемые, в 2 населенных пунктах. Это поселок Атанахара Ленского района и поселок Южная Нюя, который позволяет главам администрации наблюдать за речками, скажем, за Нюей, за Леной, и контролировать ситуацию, что происходит на реке. Конечно, дальше эти видеокамеры они позволяют смотреть и за пожароопасным периодом вокруг населенных пунктов, ну и вообще за ситуацией в этих населенных пунктах. В этом году камеру видеонаблюдения также установят в поселке Натора, а в ближайшей перспективе в поселке Витим, с которого, собственно, и начинается ледоход в Ленском районе. Охват видеонаблюдения максимального количества населенных пунктов минимизирует риски, связанные с внезапными подтоплениями территорий и лесными пожарами. Марина Крутихина, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край».